Добрый вечер. В эфире программа «Главные итоги». В студии я, Наран Аеп. На уходящей неделе стало известно, что против 7 судей возбуждены уголовные дела. 3 из них работают в городском, 3 в Верховном суде, а 1 – бывший судья Верховного суда. В 2018 году в Кыргызстане было произведено 1,5 миллиона тонн молока и 400 тысяч тонн мяса. Общий объем кредитного портфеля банков увеличился на 16% и составил 126 миллиардов сомов. Депозитная база составила примерно такую же сумму – 130 миллиардов, а вот совокупные активы страховых компаний всего 4 миллиарда сомов. В страну извне было переведено 2 миллиарда 480 миллионов долларов, что выше уровня 2017 года на 8,5%, а из страны выведено $500 миллиарда долларов. Казахстан вновь ввел ограничения на импорт сельхозпродукции из Кыргызстана. Проблему по телефону обсудили 2 премьер-министра. В Кызылкие началось строительство шиферного завода. Нацбанк приостановил действие лицензии компании «Мобильник», занимавшейся электронной оплатой и переводами денег. В Кыргызстане в 2018 году было произведено 430 тысяч тонн ГСМ, в том числе 220 тысяч тонн бензина. Страна потребляет в год около 1 миллиона тонн. Министр иностранных дел Айдарбеков посетил Китай. Там же в Пекине прошел и кыргызско-китайский бизнес-форум. Глава МВД Джунушалиев принял участие в министерской конференции Будапештского процесса в Стамбуле. Первым заместителем министра иностранных дел стал посол в Катаре Ниязалиев. Подали в отставку глава фонда обязательного медицинского страхования Калиев и вице-мэр Бишкека Дюшенбиев. Верховный суд окончательно оправдал экс-депутата Каныбека Осмоналиева по обвинениям в коррупции. Топчебек Тургуналиев зарегистрировал новое движение и обещает непримиримо бороться с коррупцией. Госкадровая служба сообщила, что в 2018 году сумма ущерба от незаконных увольнений сотрудников составила почти 2,5 миллиона сомов. В Национальной библиотеке прошла выставка к 130-летию Абдыкадыра Орозбекова. Председателем Совета улемов избрали Абибиллу Кадырбердиева. Прежний председатель Абдышукур Нарматов вообще покинул Совет улемов. Поэт Ормуков заявил, что уголовное дело на него возбудили по заявлению депутата. Тот отозвал заявление и дело прекратили, но поэт остается все еще привлеченным к уголовной ответственности. Началась подготовка к переписи населения в 2020 году. Она будет проводиться в электронном формате. Министерство образования запустило электронную запись детей в школы. Лицей номер 61 освободили от этой инициативы. Началась регистрация выпускников школ на ОРТ. В 2018 году было выявлено 2350 беспризорников. Несовершеннолетние совершили более 1500 преступлений, 4 в день. На учете состоит 656 ВИЧ-инфицированных детей. Вице-спикер Касым Алиева заявила, что в каждой 3-й семье совершается насилие в той или иной форме. Депутат Тюрекулов предложил ограничить госорганам рассылку в СМИ сообщений про тяжкие преступления. Директор и заместители директора школы Анадолу турецкого фонда Маариф отстранены от должностей. Октябрьский суд признал деятельность Нахаря Зайналиева незаконной. В прошлые выходные в инфекционную больницу обратилось 35 человек с корью. В понедельник еще 10. На станции скорой помощи Бишкека работает 38 машин при потребности в 120 карет. Возник скандал с резиновыми яйцами. Концов, естественно, не нашли. А для сегодняшней программы мы отобрали следующие события. Президент Джейнбеков совершил поездку по Баткенской и Джалалабадской областям. Решать проблемы трудовой миграции помогают и международные, и российские организации. Судебный департамент и Первомайский суд все-таки отняли у горожан здание бывшего детского сада. Может наступить время, когда про кыргызский язык мы будем вспоминать только в День родного языка. Одновременное наличие государственного и официального языков в стране – это нонсенс. Интервью с Маром Байдиевым. Садыркулов может продолжить дело Бейшеналиевой, Сарбагышева, Тукумбаевой, Базарбаева, Чокоевой. Директоры ОТРК идет хозяин слова. Захотел – дал слово, перехотел – взял свое слово назад.
Президент Джейнбеков посетил на неделе две области – Баткенскую и Джалалабадскую. Развитие регионов близко ему и главная тема всех 6 лет его правления. Поэтому таких поездок будет еще достаточно много. Другая его тема – создание производственных предприятий и рабочих мест в регионах, чтобы рабочая сила начала возвращаться из трудовой миграции. И третья тема – обеспечение населения чистой питьевой водой. Все три проблемы оставались без особого внимания при всех предыдущих властях. Последний экс даже громогласно давал поручения правительству и главам регионов, чтобы каждый год в стране становились поливными 10 и более тысяч гектаров багарных или других непахотных земель. Как и многие другие его заявления, это осталось тоже пустым звуком. Но о чем говорить, если даже стратегия устойчивого развития на 13-17 годы, в которую были вовлечены все государственные структуры, не была выполнена даже на четверть. А Атамбаев спокойно и даже с ухмылкой заявил позднее, что они и не планировали выполнять обещанное. Джейнбеков ознакомился во время поездки с работой многих предприятий, провел встречи с жителями, посетил войсковую часть. Более всего населению понравилось, что малые игры кочевников будут теперь проводиться попеременно в разных регионах страны ежегодно. В целях распространения республиканских игр кочевников в масштабах всей страны решено ежегодно в каждой из областей проводить это мероприятие. И первые игры планируем провести в Таласской области. Возврат трудовых мигрантов на родину – достаточно сложная и трудная задача. И любая миграция должна быть результатом свободного выбора человека, когда он выбирает из двух или более равных возможностей. Когда же где-то за те же его способности, знания или навыки платят больше или намного больше, возможности для выбора явно неравные. Все последние годы международные организации выступали за свободные границы для людей, товаров, капитала. Но последние миграционные потоки из стран Африки и Ближнего Востока в Европу многое изменили. Для возврата трудовых мигрантов теперь нужно улучшать не только материальные условия, но и вообще все в стране, на что прежние власти почти совершенно не обращали внимания. А под силу ли это новым властям, еще неизвестно. К мигрантам относились просто как к продавцам своего труда, но труд сам по себе не является товаром. Товар – это только продукт труда. Многие подобные вопросы обсуждались на трехсторонней конференции «Социальная справедливость и достойный труд для всех», проведенной в Бишкеке 20 февраля при поддержке Международной организации труда. Об этой конференции и трудовой миграции вообще подробнее в сюжете Айгерим Баракановой. В Кыргызстане трудоспособное население составляет более 60% от общего числа. Более половины из них находятся за пределами страны, то есть являются трудовыми мигрантами. Самая низкая заработная плата в стране составляет 1750 сомов. Кроме того, работники нуждаются в защите их прав по трудовому договору. Это самый низкий показатель в мире, отмечают представители Международной организации труда. Let me first highlight that Kyrgyzstan has ratified. Есть всего 189 конвенций по защите прав трудящихся. Кыргызстан принял всего 53 документа. Если будут ратифицированы оставшиеся соглашения, то улучшится ситуация на трудовом рынке. И, конечно, это облегчит положение как рабочих, так и работодателей. Требования Трудового кодекса особенно не выполняются в неформальном секторе. В этой сфере не создаются профсоюзные организации, и очень трудно взять на контроль статистику. Вопросы, которые были подняты в докладе международной организации, такие как соблюдение гендерного баланса при приеме на работу, предоставление социального пакета и отпусков, минимальная оплата труда, очень важны для страны, говорит представитель профсоюзов Кыргызстана. В неформальном секторе смело можно говорить, что Трудовой кодекс Кыргызской Республики не работает. Почему? Потому что, понятно, что, естественно, работодатели хотят там прибыли, хотят, но надо понимать, что должны быть, и есть у нас, конечно, социально ответственные работодатели, которые создают условия, потому что они знают, что эти же работники делают им эту прибыль и дают там и заказ, они выполняют, и план. Поэтому я считаю, что в этом направлении нам надо всем трем сторонам работать, чтобы была действительно реальная защита, и в то же время надо думать, чтобы из неформального сектора выводить формальный сектор. В обращении международных специалистов говорится о необходимости принятия программы, нацеленной на обеспечение достойного будущего трудящихся. Все рекомендации приняты Министерством труда и социального развития для принятия совместных конструктивных решений с партнерами.
Мы готовы к конструктивной критике, и мы готовы работать над теми ошибками, которые были указаны, если они имеют место быть. Но сегодняшняя конференция, если вы заметили, то она называется трехсторонняя. То есть почему? Потому что здесь на сегодня присутствуют работодатели, присутствуют работники, и мы направлены на то, чтобы развивать социальный диалог. По данным Германского общества по международному сотрудничеству, самой труднозаполняемой является профессия школьного учителя. Только среди опрошенных работодателей набралось 40 вакантных мест, что говорит о дефиците по всей стране. На втором и третьем местах повара и врачи. Для Бишкека характерна потребность в швеях. Причиной неукомплектованности является низкая оплата труда. В прошлом году тем же германским обществом проведен опрос 550 респондентов. Почти треть опрошенных, или 28%, имеет высшее образование и 20% среднеспециальное. Среднее образование имели 35% опрошенных. Что интересно, треть безработных, или 32%, не работают по собственному желанию. Рынок труда напрямую зависит от внутренней и внешней миграции. Этот вопрос волнует общество и власти вот уже многие годы. По некоторым данным, более миллиона кыргызских граждан трудятся за рубежом. Только в России их более 600 тысяч. Бакыт Абдыкадыров живет и работает в Москве вот уже 15 лет. По приезде в Москву никого из знакомых или родственников там не было. Первые годы работал на разных местах по найму. Постепенно, собрав финансовые средства, открыл свое дело. Конечно, не все гладко шло, но, несмотря на это, сегодня он один из успешных бизнесменов среди кыргызских соотечественников. Ему в этом помогли прежде всего вера в себя и усердный труд, подчеркивает наш герой. Как говорится, бизнесмен. Было время, грузчиком работали, было время, грязно ходили, как-то зарабатывали. Сейчас, слава богу. Такие, как Бакыт, в России трудятся в основном в сферах строительства, коммерции и услуг. К сожалению, в последнее время наблюдается большое количество несчастных случаев среди мигрантов. Также трудовых мигрантов часто кидают работодатели. Конечно, кыргызские диппредставительства решают те или иные проблемы, но насущные вопросы в основном решают сами мигранты, объединившись между собой. В этом им большую поддержку оказывают общественные фонды. На прошлой неделе в Москве совместно с общественными организациями Кыргызстана и России был проведен форум, в котором в формате вопрос-ответ представители бизнеса и трудовые мигранты обсудили важные вопросы. Состоялся хороший диалог для развития, экономического развития, для развития двухстороннего сотрудничества в интересах обеих стран. И этот форум, эта площадка должна, я уверен, что она станет традиционной площадкой, которую постоянно мы планируем проводить именно в Москве, именно в России. Почему? Потому что ежегодно форумы проходят у нас на территории Кыргызстана, побережья Иссык-Куля. Экс-мэр Бишкека, общественный и политический деятель Кыргызстана и России Борис Силаев считает, что Российская Федерация не на должном уровне относится к вопросам миграции. По его словам, миграционную политику надо проводить с учетом интересов всех сторон, не в ущерб национальным интересам. Мы очень много насоздавали законов, которые наказывают, выселяют, выгоняют, включают в черные списки. Но мы ничего не сделали, чтобы здесь жизнь трудового мигранта. Мы ни с кого не спрашиваем. Работодателя мы не спрашиваем за то, почему он сегодня платит не белую, а черную зарплату. Почему не обеспечивает общежитием. Кыргызстан стоит на 3-м месте по числу трудовых мигрантов в России. Ежегодно они отправляют на родину более $2 миллиардов. Кроме трудовой миграции, МОД определил и другие проблемы труда, такие как научно-техническая революция. Другими словами, рабочие руки постепенно заменяют роботы и автоматика. Международные организации в этом направлении приняты соответствующие программы и предложены всем странам, в том числе и Кыргызстану. Айгерим Бараканова, Эрмек Куренкеев, Урмат Замирбеков. Главные итоги.
Рабочие руки во всем мире постепенно заменяют роботы и автоматика. Точно так же можно было бы заменить, например, и всех судей. Судящиеся стороны вносили бы свои претензии и все другие факты в компьютер, а специальная программа, проверив все положения всех законов и других нормативных актов, выносила бы вердикт, кто что нарушил и кому какое необходимо наказание или компенсация. Но наши судьи такого никогда не допустят. Они даже отбирают для себя здания детских садов. Что говорить об остальном населении? На неделе Первомайский районный суд все-таки начал вселяться в новое здание по адресу улица Московская, 163/1. Это бывшее здание детского сада, которое в лихие 90-е перешло в частные руки. После этого закладывалось, перезакладывалось, попадало в собственность банка, но затем вышло решение вернуть его в государственную собственность. Местные жители обрадовались, но судебный департамент при Верховном суде забрал себе это здание, несмотря на указания Генеральной прокуратуры и приказы Фонда по управлению госимуществом. Какой справедливости мы можем требовать от других представителей власти, если такое вытворяют даже судьи? Должны же судьи этого Первомайского районного суда иметь совесть. С какой совестью они будут сидеть и принимать решения в здании отнятого детского сада? Не только районные судьи и судебный департамент, но и глава Конституционной палаты начал учить, например, депутатов, где и когда публичным людям можно использовать публичную трибуну. А вот привлекать к ответственности бывших президентов, оказывается, нельзя. Но все мы видим и читаем, как, например, во Франции судят одного экс-президента за другим, а в Южной Корее посадили даже действующего президента. Точно так же учит всех жить некая прослойка кыргызской интеллигенции, которая уже 30 лет твердит, что невозможно выучить кыргызский язык, потому что нет хороших учебников и методики обучения. Но многие учат языки и без всяких методик. К такому неприятию добавляется и некий внутренний комплекс. Многие языки в мире один за другим исчезают, не выдерживая конкуренции с гигантами. И получается, зачем учить язык, который все равно вымирает? И именно поэтому ООН установил День родного языка, чтобы хоть как-то поддерживать языки, не ставшие мировыми. О проблемах кыргызского языка в Кыргызстане Ермек Куренкеев. На уходящей неделе весь мир отметил День защиты родного языка. Генеральная ассамблея ООН провозгласила эту дату 21 февраля, 20 лет назад. Дата была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Даке, столице Бангладеш, 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны. В Кыргызстане праздник отмечают с 2000 года. В стране немало представителей этнических меньшинств, которые владеют кыргызским языком не хуже носителей. Например, народный артист, шоумен и ведущий развлекательных программ Юрий Бабков. Он родился и вырос на южном берегу Иссыкуля, окончил кыргызскую школу. В юные годы совместно с друзьями основал вокальную группу «Досу Мюсен». Сам я с детства владею кыргызским, как своим родным языком. Так как вырос среди кыргызов, будучи ребенком, играя с детьми, быстро выучил язык. Сейчас мои дети тоже разговаривают дома на кыргызском. Я сам всегда пропагандирую песни на госязыке. С 2000 года проводил фестивали «Споем кыргызские песни», цель которого — объединить все народы, проживающие в нашей стране, через творчество и культуру, через песни на госязыке. На высокогорьях Чонгемина есть аил, где живет семья Гамановых. Они занимаются животноводством. Андрей Гаманов – ученик 10 класса сельской школы. Сверстники называют его Алтынбаш за цвет его волос. Кроме учебы, он помогает семье по хозяйству, а в свободное время любит играть в көкбөрі. Он с детства увлекается лошадьми. Кыргызчаны кичинекей балдармен мияктан кичинекей кезимде ойноп жүрүп үйрөнгөм. Кыргызскому языку я научился в детстве, играя с кыргызскими мальчишками. Если честно, я русский знаю плохо, но пытаюсь как-то объясняться. Так как я улахче, готовлюсь тщательно, одевая вот такие наколенники для безопасности. Также одеваем форму, чтобы отличить своих от других. Форманы кийет бири-бириз тааныш үчүнчү. А вот дядя Андрей говорит, что постепенно забывает русский язык, так как приходится разговаривать с чабанами и фермерами исключительно на государственном языке. 17 түтүн орус жашайт. Орустардын мен жүз башы деп коюлганмын.
У нас в селе живут около 17 русских семей. Меня тут называют джузбаши русских. Есть у нас свои джузбаши местных племен. Все мы собираемся и решаем повседневные вопросы. Вот так и живем. Знание нескольких языков – это огромное дополнение к профессиональным и любым другим качествам любого человека. Однако сегодня этим никого не удивишь. Говорить на русском, английском или же на турецком в условиях глобализации уже стало необходимостью. Но наряду с массовым изучением иностранных языков, прежде всего, нужно знать свой, родной. Поэтому в последние годы развитию государственного языка уделяется большое внимание. Ежегодно государство выделяет на поддержку и развитие кыргызского языка финансовые средства. Эти деньги распределяются в несколько ведомств. Все они внедряются в различные проекты, печатаются новые книги на родном языке, многие печатные издания переводятся на кыргызский. В школах, в детских садах увеличились часы по изучению. Внедряются проекты в дошкольных учреждениях, проводятся конкурсы, акции, симпозиумы и другие мероприятия. Сотрудники государственных органов обязательно обучаются кыргызскому. Каждый год они будут проходить тестирование, после чего получат сертификаты. Без этого документа не смогут продолжить работу в госструктуре. Сегодня все мы не представляем себе жизнь без компьютеров и гаджетов. И чтобы идти в ногу со временем, страна переходит к цифровизации родного языка. Уже разработано более 20 новых онлайн-курсов кыргызского языка. Появилась возможность свободного скачивания электронных учебников и пособий. Переведено более 200 уроков по теме информационной технологии. Оцифровано около 1000 книг на кыргызском языке. Используя опыт и имеющиеся знания по изучению родного языка и применяя новые электронные технологии, мы должны развивать и улучшать деятельность госорганов, государственное управление, быть конкурентоспособными на межрегиональном уровне. К сожалению, не все наши государственные служащие владеют государственным языком. Да, у нас русский язык законом закреплен как официальный язык межнационального общения. Но в последнее время многие представители нетитульной нации все чаще начали изучать и говорить на кыргызском языке. Одна из них – депутат парламента Наталья Никитенко. У нас в стране очень внимательно относятся к государственному языку. У нас есть стратегии по госязыку и заработал кыргызский тест. Теперь все чиновники и госслужащие проходят этот тест. Я в том числе. На данный момент я изучаю кыргызский. Стараемся. Кызматчи, мамлекеттик кызматчи, чиновниктер, кыргыз тест программасы өттү. По данным международных исследовательских организаций, каждые 14 дней на планете исчезает один язык. Около 400 языков находятся сейчас на грани исчезновения. К сожалению, кыргызский тоже входит в эту группу. В век информационных технологий ему трудно конкурировать с такими языками, как английский или русский. В связи с этим в последние годы государство уделяет большое внимание развитию кыргызского и выделяет на это немалые деньги. Однако некоторые считают, что работа ведется только на бумаге, а по факту результаты не особенно впечатляющие. Если не принять меры сегодня, то завтра, возможно, мы все будем говорить на неродном языке. Эрмек Куренкеев, Денис Курганов. Главные итоги. О мерах, которые надо принимать, чтобы сохранять и развивать родной язык, и вообще о состоянии кыргызского языка. Наш корреспондент Эрмек Куренкеев побеседовал с народным писателем, кавалером ордена Манас Маром Байджиевым. 21 февраля является Всемирным днем родного языка. У нас родной язык является кыргызский язык, в том числе и государственным языком, а русский язык является официальным. И в связи с этим вокруг государственного языка и официального языка возникает много вопросов, и отрицательных, и положительных. Об этом мы сегодня хотели бы побеседовать с народным писателем, известным драматургом и депутатом легендарного парламента Маром Байджиевым. Здравствуйте. Март Ашимович, скажите, пожалуйста, действительно недавно международная организация провела опрос, что каждые 2 недели исчезает один язык. Представляете? И многие задаются вопросом, неужели кыргызский язык тоже подпадает в зону влияния этого опасного исчезновения. Как вы думаете? Я думаю, если вот так будем вести, как мы сейчас работаем, это тоже случится. Потому что много громких слов. Патриоты, а что мы делаем практически? Потом, простите меня, это кыргызы, это государство, это боль сердца моего. Потому что, когда принимали первую конституцию, первая, я был депутатом тогда. Это 5-ю статью, это я им написал, потому что тоже были разные варианты. Там написано черным по белому.
Государственным языком является кыргызский язык. Все. То есть мы получили титул. Первое. Второе. Русский язык является языком межнационального, международного общения и делового. Хочешь, да, не хочешь, твое дело. Вот как мы изучали русский язык без русского, откуда бы Айтматов появился. Но, к сожалению, так вот записано во всех конституциях. И потом вот последний мой вариант, вот сюда тоже я вписал, то же самое еще уточнил более, что государственным языком является кыргызский язык, русский язык является языком межнационального, международного и делового общения. По необходимости. Вот как наш президент и наш казахский, узбекский ходят с Путиным, как это, говорят на одном языке, и мы хохочем, и все понимают. Но, к сожалению, когда мы ушли, ввели такую фразу, в этот 5-й пункт. Государственным языком является кыргызский язык, русский язык является официальным языком. Это, простите меня, дурь собачья. Что такое государство, что такое официальный язык? То есть, говорит на государственном болтает, так, анекдоты рассказывает, как доходит до дела, все на русском надо идти. Это неверно. Терминологически. Поэтому, когда говорят мои там соотечественники, что надо убрать слово «расмидоватпаезинага» официальный. Это не то слово. Это искажает, отсюда и споры идут, потому что неправильное слово употреблено. Вы понимаете? Я полагаю, что те, кто говорят, что надо это слово убрать, абсолютно правы. А почему вот у нас до сих пор вот делопроизводство, там, допустим, юриспруденция, в судах не используют вот, не в полном смысле, как бы... Ты знаешь, что я, поверь мне, как профессиональному филологу, я не просто который там говорю, пишу. Дело в том, что язык имеет несколько стилей, любой. Художественный язык кыргызский удивительно богатый. Это уже у меня спросить. Потому что настолько богатый, вообще, все что угодно там можем выразить. А уж что касается, это такой стиль, художественный стиль. Но вот делопроизводство совсем другой стиль языка. Понимаешь? Дело производить надо коротко, ясно. И в то же время юриспруденция. Совсем другой стиль. Это разные главы, можно сказать. Но дело в том, что поскольку, к сожалению, ну, иначе не могло, потому что мы же кочевники пришли, стали вести производство, экономику, общение. Мы еще, наш язык вот этого стиля не знал еще, не имел. Мы его не довели его до этого состояния, потому что ушли на русский весь. А вот если вот как в других государствах, вот как Турция, например, да, они подняли свой язык до этого уровня, что на нем можно общаться. Причем обрати внимание. Даже наши ближайшие соседи казахи. Ну, ради бога. Даже обрати внимание, когда вот начинают говорить наши вот любимые депутаты, когда касательно бытового кыргызча сөйлейт, да, когда ходит до экономики, до политики, только переходит на русский язык, потому что мы с детства политику, политэкономию, юриспруденцию, историю изучали на русском языке. Терминологии нет. Как скажешь. На судах, обратите внимание, даже свидетели орысча сөйлеп жүреді, потому. Поэтому я полагаю, что здесь очень много сказано, сделано, деньги отпускаются огромные, создали комитет при президенте. Но простите меня, делового не растет эта работа. А что нужно сделать, чтобы... Деньги идут президенту хапают, где? Министерство образования чем занимается? Учебники посмотрите, дохлые учебники, невозможно читать их. Поверьте мне, что трудно... Вот эти какие-то выходят учебники, там дурацкий какой-то тендер объявляет, во Вьетнаме почему-то выходят наши учебники по русскому языку, простите, что это такое? Мне кажется, если вот это будет формальность идти, ради того, чтобы не просто язык развивался, чтобы сохранить культуру, язык свой наш, родной, для нас он великий, потому что на самом деле он такой. Похвастают. А где, вот я фольклорист, не в мире, если все эпосы собрать, не будет столько, сколько это у нас, у кыргызов. Кроме Манаса. Ты понимаешь, мало эпос только. Давайте доведем до народа. Давайте детей с детского сада показывать, что такое наш язык. Всем, пусть восхищаются нашим языком. А он стоит того. Ошондуктан, я же говорю, в последнее время там всякие кривотолки, какие-то появились ура-патриоты, я их так и называю. Орыс тілдің керегі жоқ, жаңа кыргызша сөйле, я его оқу. Ага, ты оқыт классы. Как ты будешь жить, как будешь общаться с другим миром? Поэтому в 2002 году
Мы добились того, чтобы Акаев издал указ о билингвизме. Понимаете, специально. Мы добились, значит, в школах, значит, в учебных заведениях поднять уровень преподавания русского, кыргызского языка. Прибавить часы, чтобы... И еще бы здорово было бы еще и английский язык. Не просто для разговора, потому что, видишь, идет глобализация очень в мировом масштабе. Если мы хотим выходить на мировой рынок, чтобы вот такие мальчишки, которые, чтобы спокойно говорили. Кстати, Марат Ашимович, вот у нас в Кыргызстане, особенно в Бишкеке, в школах, да, я вот замечаю, больше русских классов, чем кыргызских классов. Допустим, 5 русских классов и 1 или 2 там кыргызских классов. А почему нет наоборот? Вот из-за этого, наверное, да? Вы понимаете, дефицит преподавательства. Я вот еще вам скажу интересную вещь. Я взял Манас, вот, перевел на русский язык, это поэтически, да? Да. Теперь, что интересно, кыргызский тоже я сделал. Вот даже интеллигенция говорит: ой, Вайка, давайте будем на русском читать монастырь. Настолько наш русский язык великий, он такой родной, мы уже... Обратите внимание, еще, я шутил с Сайтматом, я действительно на 2 языках думаю, да? А поэтому быстро говорю. Обратите внимание, я так прислушался, с Сайтматом разговаривал, он очень был сдержанный, он думает по-русски, а говорит по-кыргызски. Я хохотал над ним, что-то, ой, я говорю, потому что это уже так сложилось психологически внутри его. Ты понимаешь, какая штука интересная? Ошандуктан, мне кажется, знаете, если так будем идти дальше, мы потеряем вот, язык свой. Теперь насиловать нельзя, как это делается. Пожалуйста, хочешь, изучай. А нам еще мне что не нравится, стали там экзаменовать, допустим, хорошо. А что мы сделали, чтобы он знал этот язык свой родной? Мы учили его, чтобы он знал. Почему надо с него требовать? Другой вопрос. Если с детского сада мы тратим на это деньги, средства, труд, то-то, а потом он не знает, зачем нам такое нужно, какого черта этот должен быть халтурщик. Значит, зря мы на него работали. А у нас нет уже такого. Джок, где ты можешь, да. И тоже нам требует заглотку, давай. А ты обучи, потом. Это все равно, что принимать экзамен, не изучая предмет. Ну ладно, это школы, садики, понятно. Вот, допустим, если возьмем выше, да, наши вот депутаты, чиновники, они во всех заседаниях как бы горловисто заявляют, что вот на кыргызском мы должны говорить и так далее, и тому подобное. Но вот в других странах, допустим, соседний Казахстан, посмотрите, у них заседание, все на казахском идет. Даже на узбекском, все на узбекском. У нас на кыргызском, но даже наши вот русскоязычные и так далее, вот на русском говорят, почему-то они не могут на русском. Нет, вы знаете, тут есть маленькая хитрость. Когда мы вот этот закон принимали государственный, мы так пришли к выводу, что если в зале сидят, значит, люди, не знающие кыргызского языка, надо переводить им через наушник, как это? Синхрон, да. И мы с Марклем Байлиновым вот этим и занимались, когда были юношами. Вот это идет имеджинага, Верховный Совет заседания, а мы оттуда переводим. Надо обеспечить, чтобы человек не сидел растопырив глаза. Да ведь, обратите внимание, эти международные там, они с наушниками слушают, рядом стоят, потому что он должен знать, о чем идет речь. Я всегда говорю, как так? Представь себе, как драматург, прихожу в театр, там со сцены, а там сидят какие-то, щелкают семечки или жуют конфеты, потому что не понимают, о чем идет речь. Наша задача, наш язык довести до любого незнающего. Вот в чем дело. Чтобы знал о чем. И ради бога, депутаты, если говорят, пусть обеспечат синхронный перевод, чтобы там сидящие там вот такие девушки, как Карабушка, прочее, чтобы понимали они. Они постепенно сами, когда поймут, что это тяжело, сами начинают изучать. Еще такой последний вопрос. Марат Ашимович, скажите, пожалуйста, вот, что нужно сделать, чтобы наш язык не исчез и как бы она развивалась? Надо пересмотреть глубже программу и обучение русскому. Ты понимаешь, это не просто там... Надо, чтобы с глубины глубин изучать. Знали, что такое монас, в чем богатство этого народа. Не просто там трепануться. Культура. И совсем другая нация. Хотя мы жили вон там, понимаете? Я вот и сказал вот в предисловии, что монас это... Чахан Валихан сказал, что Илиада Одиссея степная. Я говорю, нет, в моем статье. Манас это Библия горы степей, потому что уже в Манасе все эти истины, которые идущие в христианстве, там они заложены, есть в самом Манасе.
То есть народ пришел к этому, как бы тебе сказать, стихийно, так сказать, естественным путем, а не путем каких-то сказаний и прочее, прочее. Вы понимаете, в чем дело? Вот мы должны довести наш язык до такой формы изучения. Вот я открывал в библиотеке Паилина, мы сразу не обучали этих трудящихся. Мы сперва ходили по залам. Зал, допустим, фольклора был. Манас, там, Семетей-Сейтек рассказывали. Потом шли, показывали историю кыргызского народа. Хурманджан Даткаш, Абдан Батыр, там все портреты есть. Вплоть до Акаева. Каким путем наше государство пришло к этому. Потом в зале было, значит, этих мелодистов всех. О чем? Потому что, даже вот, прости меня, вот Мингаял Топтогула, да? Ты слушай, но ведь это гениальное произведение. Мы сперва, музыковед рассказывает, послушайте внимательно. Тремпа, потом, допустим, Мусабаетов поет песни, о чем идет речь. И только потом заводили в класс, и они вот так сидели, слушали с великим удовольствием, с большой любовью. Большое вам спасибо, Марат Ашимович, за такую интересную беседу. От нашего канала мы желаем вам крепкого здоровья. И всегда оставайтесь таким же активным и так далее. Большое спасибо вам. Как говорит Байдиев, перед тем, как начинать обучение детей чему-то, надо, чтобы они соприкоснулись с чем-то великим. Таким соприкосновением стало появление в кыргызском обществе, например, оперы, кино, балета, которые не были ранее составной частью прежней нашей культуры. Однако они не стали инородным телом, а органично вошли в нашу жизнь и буквально за 20-30 лет не только достигли своего небывалого развития, но и привели к расцвету вообще культуры. После распада СССР новые власти, некоторые из которых были даже академиками и кичили своей ленинградской культурой, просто убили культуру, театр и науку, что еще долго будет сказываться на нашей жизни. Высокое искусство сейчас сохраняется в стране благодаря лишь отдельным подвижникам, которые, несмотря на мизерную зарплату и практически полное отсутствие государственной поддержки, держат еще марку и знамя этой культуры. В прошлое воскресенье в Москве завершился международный конкурс молодых исполнителей классической, современной и народно-сценической хореографии «Дэнс Маску», в котором первое место завоевал солист Кыргызского театра оперы и балета Фарух Задыркулов. Теперь он может стать продолжателем дела Бибисары Бишналиевой и Урана Сарбагышева, Айсулу Токомбаева и Чолпонбека Базарбаева, Рейны Чокоева и Арстанбека Ирсалиева. Об успехе Фаруха Садыркулова и вообще о состоянии кыргызского балета в сюжете Мерим Кадыровой. Балет композитора Михаила Раухвергера, «Чолпон», премьера которого состоялась в 1944 году, ознаменовал расцвет профессионального кыргызского танца, так как в заглавной партии выступала юная Бибисара Бишналиева. В 1958 году, когда артисты из Кыргызстана отправились в Москву с балетом «Чолпон», правительство СССР решило, что этот удивительный балет должно увидеть все, поэтому все происходящее было отснято на пленку. Эту запись купили 111 стран мира. Кыргызский балет – один из самых молодых в мире. Он насчитывает всего 6 десятилетий творческой жизни. Театральное искусство кыргызов тесно связано с народными традициями. Пластические движения, имитация жестами, выразительность голоса – все это присутствовало еще во время выступления страстловов-комиков. Поэтому за сравнительно короткий период балет воспитал многих выдающихся танцовщиков, таких как Уран Сарбагышев, Чолпон Базарбаев, Рейна Чокоева, Айсулу Токомбаева и многих других, кто покорил сердца миллионов зрителей. Но сегодня кыргызский балет не может позволить себе даже гастроли по приглашению театров других стран. Он не имеет возможности выступать со своими спектаклями на лучших фестивалях, потому что костюмы и декорации давно устарели и совершенно не красочны. Кроме того, оплата труда ведущих артистов еле достигает прожиточного минимума. Балет – тяжелый жанр.
Учишься 8 лет, работаешь лет 20. Каждый день репетируешь по 8 часов. И если государство не уделит внимания, то кыргызский балет может попросту исчезнуть. В Казахстане открылся новый театр «Астана балет». Наши лучшие девушки и джигиты оказались в труппе этого театра. До сих пор уезжают туда. Потому что их зарплата $1500. А теперь сравните нашу зарплату в 4000 сомов. Это и есть основная причина. Самый лучший театр Центральной Азии – наш. Самые лучшие танцоры – наши. Это подчеркивают везде. Даже казахи признают. Только поэтому наши танцоры побеждают на международных фестивалях и конкурсах. Действительно побеждает. На этой неделе ведущий солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева Фарух Садыркулов впервые в истории хореографии Кыргызстана занял первое место на международном московском конкурсе классической, современной, сценической и народно-сценической хореографии «Dance Moscow». Его на родине ждали родители и близкие, которые переживали и болели за него. Эта победа стоила долгих репетиций в перерывах между выступлениями в туре по Испании с Российским имперским театром. Надо было показать классические. Я выступал в соло, я танцевал вариацию Базиля из балета «Дон Кихот» и «Пламя Парижа», вариация Филиппа. Заметили в Москве, Гедеминас Леонович Таранда пригласил на тур по Испании на 2 месяца. И пока 2 месяца катался по Испании, я узнал про конкурс. Мне друг рассказал со Станиславского театра. За месяц до конкурса я подал заявку. И получилось все по пути, по окончанию поездки в Испании. Я в Москве уже участвовал на этом конкурсе. Порадовал, конечно, нас, родителей. Мы были, конечно, просто счастливы. Нам он написал в час ночи о том, что он победил. Он написал нам на WhatsApp «Ура! Золото!». И мы, конечно, с супругой, с дочкой прыгали, плакали, смеялись от счастья. И, конечно, уже несколько дней мы просто не можем спать нормально, спокойно от счастья. Уровень подготовки участников подобных конкурсов очень высокий, отмечает Фарух, и взять золото на таком конкурсе требовало неимоверных усилий. Для всех было тяжело, потому что там в Московском государственной академии хореографии сцена очень большая, и там очень сильный покат. То есть неровный пол, и очень тяжело было привыкнуть к этому. Для всех это было волнение тяжело. Помимо физических усилий артиста, участие в международных конкурсах требует немалых денежных средств. Спонсоров, желающих поддержать артистов, нет, говорит отец Фаруха. Заслуженный артист балета Досмат Садыркулов. Они обращались за помощью и в Министерство культуры, и в правительство, и в Джорку Кенеш. Однако ответа не было, что до участия, что после победы Фаруха. Так что мы доходило до того, что, конечно, и супруга это продавала, все, что можно было в доме продать. Друзья, чем смогли, помогали, тоже продавали, что только можно было продать. И из конкурса в конкурс, получается, мы вот так вот тащили Фаруха только за свой счет. Театр изредка, у театра не так много возможностей, но иногда выделял, скажем так, символическую сумму на какие-то конкурсы. К слову, заработная плата Фаруха как ведущего артиста балета Кыргызского национального театра оперы и балета составляет 9500 сомов в месяц. Во время тура по Испании с Российским имперским театром такую сумму Фарух получал за одно выступление. Между тем, первое место, которое завоевал Фарух Садыркулов в Москве, является первой победой в истории Кыргызстана на подобных конкурсах. Золотая медаль на таком престижном, тем более московском международном конкурсе, это впервые. Это, конечно, это огромная победа всей нашей культуре и значимость этой культуры. То есть это надо поднять, и внимание государства, обратить внимание именно на таких талантливых наших ребят, которые прославляют нашу страну, наше хореографическое искусство Кыргызстана. Проливается не 1 литр, как говорится, пота, крови и травмы. Но вот только благодаря этому кропотливому труду, только, конечно, приходят такие победы большие. Впереди у Фаруха много грандиозных планов, среди которых стать титулованным артистом кыргызского балета и лауреатом еще многих конкурсов. Также он мечтает станцевать партию Спартака и партию Базиля в балете «Дон Кихот». Несмотря на то, что его постоянно зовут в Казахстан и Россию, он трудится на родине и прославляет Кыргызстан на международных конкурсах. На вопрос, что заставляет оставаться в Кыргызском театре, он отвечает – патриотизм. Мирим Кадырова, Эрмек Куринкеев, Урмат Замирбекулу, 5 канал.
Для кого-то понятие патриотизм не просто слова, и они это доказывают всей своей деятельностью и жизнью. А для некоторых главное – внешние атрибуты, и ради этих формальных регалий и привилегий они готовы поступиться чем угодно. Сейчас проходит конкурс на замещение должности генерального директора общественной телерадиокорпорации ОТРК. Подали заявки 22 человека, среди которых есть и откровенные любители, не имеющие никаких шансов. После состязания документов осталось 19 человек. На 28 февраля назначены собеседования. Формально гендиректора выбирает наблюдательный совет, но, как и во всех других областях нашей действительности, решение принимается совсем в другом месте, а этот наблюдательный совет играет роль лишь зиц-председателя. Но самое удивительное то, что заместить свою собственную должность намеревается и сам нынешний гендиректор Илим Карыпбеков, который много раз до этого обещал, что не будет больше баллотироваться. Карыпбеков проработает еще всего 2 года. Это самый максимум. Но, может быть, я уйду и раньше. Здесь я хотел бы сказать уважаемым слушателям этого радио, на следующий срок я не пойду. Пусть меня даже убьют. Если я досижу до конца нынешнего своего срока, я буду благодарен Богу. Неужели я досидел до конца? «Неужели досижу до конца?» – вопрошал человек. И ведь действительно висел на волоске. Но не только досидел, еще и пересидит. Примерно в той же степени удивил общество на этой неделе и председатель Конституционной палаты Эркин Мамыров, который в день, когда после долгого молчания вдруг снова заявил о себе экс-президент Атамбаев, высказался как раз в его пользу, ответив на размышления 12-дневной давности депутата Исхака Масалиева, на который сама же Конпалата уже отвечала тогда же, 12 дней назад. По мнению Мамырова, даже если будет принят закон о снятии правового иммунитета с экс-президентов, Атамбаева привлечь к ответственности будет нельзя, так как закон не имеет обратной силы. Мамырову ответил в Фейсбуке Феликс Кулов, который заявил, что институт неприкосновенности не имеет ничего общего с институтом ответственности. Неприкосновенность – это защищенность от всякого рода посягательств, а ответственность – это обязанность отвечать за свои поступки. Поэтому принцип применения или неприменения обратной силы закона может иметь место только по отношению к ответственности. Но ни в коем случае это не относится к неприкосновенности. Снятие неприкосновенности – это ведь не наказание. Это была еженедельная программа «Главные итоги». Ее вел я, Нарын Айып. Всего вам хорошего и до свидания.